Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня у нас очередное занятие по программе Библиоэкспресс «Знания с доставкой на дом». И сегодня я вам расскажу о том, как правильно делать заказы в личном кабинете по МБА и ЭДД. В конце 2020 года многие библиотеки уже обучились этой технологии, порядка 46 человек, ответственных за направление по деятельности МБА и ЭДД, но далеко еще не все специалисты умеют правильно оформлять заказы по МБА и ЭДД через личный кабинет. В конце 2020 года, когда было оповещение о том, что старый модуль закрывается, а будет работать новый на новом сайте НБРК, я рассылала и инструкции. Но те инструкции были немножко недоработаны, так как система у нас еще тоже работала не полностью. Поэтому необходимо все-таки еще раз, даже те, кто уже обучился поиску и заказу документов по МБА и ЭДД, я думаю, что будет все-таки не лишним еще раз прослушать это занятие. Оно будет полезно всем. Ну, давайте начнем наше занятие. Во-первых, далеко не все заходят на страницу заказов по МБА и ЭДД так, как надо. Ну, вот давайте посмотрим внимательно на экран. Вы видите, что на мониторе у нас заставочка НБРК, то есть сайт нашей библиотеки. Для того, чтобы попасть на личную страницу, необходимо зайти в верхнем меню, нажать на кнопочку «Еще», когда в всплывающем окошке откроется у нас как раз страничка МБА и ЭДД, куда вы можете зайти. Кликнув по МБА и ЭДД, вы как раз попадаете на страницу межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов. Как раз вот здесь для вас и будет вход в личный кабинет. Вот мы зашли на страницу межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов. Для того, чтобы попасть в свой личный кабинет, необходимо набрать логин и пароль. Многие библиотеки его уже получили. Логин состоит из 7 цифр, пароль состоит из 3 цифр. Для того, чтобы войти в кабинет, я наберу один из логинов и паролей, вернее, логин и пароль одной из библиотек. Ну и нажимаем на кнопку «Войти». Когда мы нажимаем на кнопку «Войти», мы как раз попадаем в нашу электронную библиотечную систему APAC Global. И вы видите, что здесь пока еще у нас одна запись – это поиск. Кликаем дважды по слову «поиск», и перед нами открывается как раз все те поля, в которых мы уже привыкли работать. Это электронный каталог Национальной библиотеки Республики Коми, в котором мы и будем вести поиск для того, чтобы заказать тот или иной документ. На что хотелось бы обратить внимание, прежде чем мы перейдем к поиску и заказу документов. Во-первых, давайте посмотрим на меню, которое находится слева. Кроме обычных кнопочек, у нас здесь, вы видите, размещена инструкция по поиску. Это для тех специалистов, которые не так часто пользуются APAC и еще, может быть, не так оптимально ведут поиск в электронном каталоге нашей библиотеки. Еще я прошу вас обратить внимание на нижнюю менюшечку, где у нас есть 5 кнопочек. Первая кнопка «Объем БД», я думаю, она вам не очень будет важна. Вторая кнопка «Не найдены в электронном каталоге», мы на ней остановимся подробнее попозже. На что хотела бы обратить ваше внимание, то, что здесь есть у нас
Инструкция – это как раз та инструкция, уже доработанная, которая нас учит, как правильно оформить заказ МБА ЭДД в нашей системе, в системе APAC Global. Она здесь очень доступна, популярна, со всеми открывающимися окнами написано. Поэтому, если что-то будет непонятно, если будут вопросы, можно будет обратиться к этой инструкции тут же на сайте, а не искать ее где-то в ваших документах распечатать. Если вы обратили внимание, что есть у нас такая здесь еще одна кнопочка «Мои заказы», то я сразу вам хочу сказать, что вот эта кнопочка под названием «Контроль выполнения заказов», она не относится к библиотекам, она относится только читателям. Те, которые являются нашими физическими, а не юридическими пользователями. Поэтому я думаю, что эта кнопочка как для юрлиц не будет интересной, но если вы являетесь читателем нашей библиотеки и у вас есть номер читательского билета, тогда вы можете сюда обратиться и посмотреть, какие за вами книги, какие долги и что вам нужно сдать. Ну и последняя кнопка – это, конечно же, выход. Выход из этой программы. Далее, на что хотела бы еще обратить ваше внимание, вот посмотрите, первое поле, база данных. Здесь у нас уже объединены две базы, это книги, то есть все книги, которые внесены в электронный каталог, и периодика, то есть все периодические издания, которые находятся в Национальной библиотеке Республики Коми, они объединены в один каталог, и мы можем здесь уже не выбирать какую-то отдельную базу. Они у нас все находятся, все документы, интересующие нас, находятся все в одной базе. Точно так же вы видите, что у нас базовый поиск, расширенный и профессиональный. Если вы умеете всеми этими поисками пользоваться, то, конечно, это вам будет большая помощь. Но мы начнем с базового. Например, и попробуем с вами мы заказать книгу по МБА. Каким образом это делается? Вот я для примера взяла те ваши заказы, которые мы выполняли, которые были найдены, которые не были найдены. Давайте начнем с самого простого. Закажем книгу по МБА. Например, вот закажем такую книгу. Посмотрите. Рой Олег. Тайна называется. Как мы будем это делать? Набиваем, где автор, набиваем фамилию автора. Так, извините, у нас здесь на английский перешло. Попробуем перейти на русский. Так, вот мы перешли на русский. Рой. Название «Тайна». Искать. Вот вы видите, как раз та книга, которая необходима нашему читателю, она у нас и появилась. Мы видим, что количество свободных экземпляров 1, и мы можем сделать заказ. Когда мы нажимаем на кнопочку «Заказать», то что у нас тут на экране появляется? У нас открывается окно заказа, где мы видим, во-первых, мы очень четко видим, что мы заказываем. То есть мы заказываем именно ту книгу, которая нам необходима, которую мы запросили. Рой, название «Тайна». Что теперь мы должны здесь сделать? Мы должны заполнить все поля, которые здесь указаны. Вы видите, что они отмечены значком, звездочкой красной. То есть это все те поля, которые мы обязаны заполнить. Если мы их не заполним, то заказ не уйдет. Нажимаем на треугольничек и видим, что либо выдать по МБА, либо отправить копию. Но мы выбираем по МБА, потому что нам нужна книга. Да? Далее.
Место получения здесь уже написано межбиблиотечные абонементы ЭДД. И указана ближайшая дата получения заказа. Ее, конечно же, можно изменить, выбрать из календаря любую другую дату, потому что, когда вы можете, скажем, приехать? Скажем, можете приехать 17 числа. Тогда можно будет эту дату выбрать. Но, когда мы меняем дату, обязательно надо нажать на кнопочку «Продолжить». И только потом выйдут опять все те поля, которые необходимо заполнить. Следующее поле – вид предоставляемой информации. Здесь мы, я думаю, все будем выбирать оригинал. Но, несмотря на то, что чаще все-таки нам заказывают оригинал, мы оставили и выбор. А вдруг кто-то захочет получить ксерокопию, оригинал, и ведь его надо будет вернуть в нашу библиотеку, а ксерокопия, она уже останется у читателя навсегда. Поэтому мы оставили и такую услугу. В данном случае мы выбираем оригинал. Здесь также можно выбрать время получения заказа. Вы, если хотите, указать, если вы точно знаете, в какое примерно время вы приедете, с часу до 2 или с 2 до 3, то можете выбрать это время. Но я думаю, что лучше все-таки оставить время, которое уже здесь указано, с 10 до 11, потому что неизвестно, в какое вы время приедете, но главное, а вдруг вы приедете к 10 как раз. Главное, чтобы к этому времени ваш заказ был готов к выдаче. Поэтому я на вашем месте оставила бы все-таки время с 10 до 11. Следующее поле, которое мы должны обязательно заполнить, это номер заказа. Это тот номер, который у вас идет по вашей тетради, по журналу учета заказов МБА. Я вам напоминаю, что МБА мы учитываем отдельно, а заказы ЭДД у нас нумерация своя. Поэтому мы здесь ставим номер заказа. Так как я первый раз заказываю, пусть будет это номер 1. Следующее поле – получатель, в скобках читатель или организация. Вот это поле мы добавили по просьбам библиотекарей. Потому что, когда библиотека делает заказ приходит, уже получает нашу книгу по МБА, то они долго надо искать, о котором уже читателю все-таки была предназначена эта книга. Поэтому мы вот это добавили поле. Если библиотека сама заказала для своего читателя, то ответственный сюда вносит фамилию, имя, отчество читателя, для кого он заказывает эту книгу. Но у нас часто бывает так, что библиотека центральная заказывает для своих филиалов. Поэтому, если здесь заказывается для филиала, то здесь так и надо написать: библиотека, филиал номер 9, например. Я напишу Иванов Иван Иванович. Примечание. Что я бы сказала вам, можно написать в примечаниях. Все что угодно. Вот, например, такие стали поступать заявки, как необходимо, чтобы был крупный шрифт. Вот здесь как раз вы можете это написать. Если у нас несколько экземпляров такой книги, которую вы заказываете, то, конечно же, мы можем девизу посмотреть, где какой шрифт, и выбрать наиболее удобный для читателя. То бишь в данном случае покрупнее, чтобы был шрифт. Например, вот такое замечание вы можете нам написать, но это поле не обязательно для заполнения. И проверив, заполнены ли все поля, правильно ли заполнены все поля, мы можем нажать на кнопку «Заказать». Когда мы на нее нажимаем, то мы как раз с вами видим, что заказ ушел.
Ну и что я здесь хотела бы все-таки добавить? То, что если раньше, когда вы заказывали по старой схеме на модуле со старого сайта нашей библиотеки, заказы приходили к нам в отдел МБА и ДД по электронной почте, которую вы все знаете, mba@nbrcomi.ru. Теперь заказ уходит сразу в тот отдел, где находится данная книга. То есть мы теперь с вашими заказами уже работаем только после того, когда отделы уже с ними поработали. Вот если вы обратили внимание, вот ваш заказ, вернее наш заказ, который мы сейчас сделали, ушел в отдел абонемента на улицу Орджоникидзе. Вот именно там в данный момент находится эта книга. После того, как заказ получат на улице Орджоникидзе, книгу найдут, потом ее передадут нам на Катаева 41, и только после этого мы уже вам сообщим, готова книга к выдаче или не готова. Для того, чтобы перейти к заказу другому, обязательно вот это окошечко надо закрыть, вернуться к поиску, очистить и только потом делать следующий заказ. Вот таким образом делается заказ по МБА. Но я думаю, схема несложная и понятная. Теперь давайте попробуем сделать заказ по ЭДД. То есть заказ для электронной доставки документов. Например, давайте вот посмотрим, что бы мы хотели заказать. Вот, например, нашему читателю нужна статья, вот посмотрите сюда, статья Цыпанова, называется «Евгений Александрович Игушевлы Сизимдас». Ну, Сизимдас это я уже для себя в скобочках написала, чтобы не забыть, как по коме 70. И мы видим, что она находится, эта статья, в источник. Это журнал Чужан Кыв, либо или родное слово, 2009 год, номер 16. Вот давайте попробуем сделать заказ на эту статью. Переходим опять в поиск. И я вам уже говорила, что у нас база одна и для книг, и для периодики. Причем для всей периодики, которая находится в нашей библиотеке. Поэтому, когда мы начали тестирование вот этой программы, наши специалисты из библиотек часто обращались ко мне по телефону и говорили, что вот я не могу сделать заказ по ЭДД. Я у них спрашивала, а что же вы набираете? И получилось так, что многие вместо того, чтобы набрать источник, вот в этих полях автор и заглавие, набирали автора статьи и название статьи. Но мы же понимаем, что здесь у нас не база статей, а база источников, база книг, база журналов и газет. Поэтому мы здесь должны набирать. Что мы должны набирать? Правильно, мы здесь должны набрать название периодического издания. В данном случае у нас называется журнал Чужан Кыв. Так мы и забиваем. И год у нас, как я говорила, если вы запомнили, это 2009. Лучше сразу определить границы журнала, потому что нам меньше потом надо будет листать, отыскивая именно тот год, который нам необходим. И вот посмотрите, мы как раз попали на периодическое издание, на журнал Чужан Кыв, как раз 2009 год, номер 16. Именно тот, который нам нужен. И опять здесь мы видим кнопочку «Заказ документа».
куда мы и нажимаем. И опять же, вот вы посмотрите, вы видите, какой документ вы заказываете. Вы заказываете журнал Чужанкыв, номер 16. И он находится у нас в депозитарном хранении, так как все-таки это журнал краеведческий, да? Теперь опять заполняем все те поля, которые необходимо заполнить. Первый тип выдачи. Но здесь, конечно же, у нас не МБА. Здесь у нас надо выбрать «Отправить копию по ЭДД». И вы видите, что поля у нас сразу поменялись. Ближайшую дату получения здесь у нас даже нет возможности поменять. Почему? Потому что это электронная доставка документов. Да? То есть, как мы только ваш заказ выполняем, мы его вам сразу отправляем. Номер журнала или газеты, его надо обязательно внести, потому что у нас может быть так, что не только один номер в этом году, а 12 номеров, и поэтому нам надо ввести обязательно номер. Мы здесь забиваем номер 16. Если мы знаем, какие страницы, то, конечно же, лучше их ввести. У нас страницы были 3, 7, то есть страница находится, то есть статья находится на странице 3, 7. И мы должны выбрать формат электронной копии. Вот посмотрите, здесь можно выбрать и вордовский документ, но и в формате PDF. Вы понимаете, что в любом случае мы вам отправим в формате PDF, потому что мы не имеем права отправлять в формате Word. Но а вдруг будет такой случай, что вам необходимо именно вордовский документ, мы на всякий случай это оставили. Я думаю, что время получения заказа можно тоже не менять, оставить таким, какое оно есть. А здесь поставить обязательно номер заказа, но номер заказа уже ЭДД. Тот, что у вас должен быть по вашему журналу учетов заказов ЭДД. Ну, у меня номер 1. И опять же, здесь мы пишем, для кого мы делаем заказ. Либо для читателя, либо для библиотеки филиала. Ну, у меня, как всегда, Иванов Иван Иванович, тоже у меня еще может быть. Вот мы ему и сделаем заказ. В примечаниях, вот здесь в примечаниях обязательно надо, несмотря на то, что у нас здесь звездочки зелененькие, но все-таки обязательно, я еще раз вам говорю, что надо написать название статьи, автора и заглавия. Я не буду печатать, я просто скопирую и вставлю. Если у вас есть такая возможность, вы тоже можете скопировать и вставить название статьи. Вот здесь теперь я уже понимаю, что вдруг страницы указаны неправильно, я должна все-таки найти именно ту статью, которую необходимо передать читателю. Но бывает еще и так, что страницы просто не знают наши читатели. Хорошо, что если они знают правильно год и номер журнала или газеты, но бывает так, что страницы они не знают, то здесь обязательно надо что-то написать. Либо поставить пробел, либо написать слово «неизвестно». Но если вы там ничего не отметите вот в этом поле, где у нас страницы указываются, да, тогда заказ у вас может не уйти. После того, как мы все с вами заполнили, все поля, мы опять же их проверяем, правильно ли мы все заполнили по своим данным, да, и нажимаем на кнопку «Заказ». И опять мы видим, что мы заказали именно тот журнал, который нам необходим, и мы видим, что это та статья, которая нужна нашему читателю. Мы видим, что это номер 1, а не какой-либо другой номер. Ну и отправляем, да. Таким образом, ваш заказ ушел в отдел основного книгохранения, в депозитарное хранение. Закрываем.
только после того, как мы закроем и вернемся к поиску, мы можем сделать другой заказ. Вот то, что легко находится в электронном каталоге, мы с удовольствием сделали, да, все легко и просто, и как будто бы все понятно. Но бывают такие заказы, которые мы не находим. Документ, необходимый нашему читателю, мы не находим в электронном каталоге Национальной библиотеки Республики Коми. Вот давайте посмотрим. Вот это у нас тоже был такой заказ. Вот под цифрой 3. Автор Шахпаронов. Организация строительства в особых природно-климатических условиях. Вот у нас был такой заказ. Давайте попробуем еще раз его сделать. А вдруг получится. Заполняем поля. Автор. Название. Вставляем сюда в нужное поле, да? И ищем. Результат поиска нам пишет, что количество найденных записей 0. Давайте попробуем по-другому поискать. Давайте посмотрим на автора. Вот вроде бы такой автор есть, да? Вот он. Но книга совсем не та, которая нам нужна. Здесь организация строительного производства. Давайте вернемся опять к поиску. Теперь давайте посмотрим в словаре по названию книги. И мы видим, что здесь такое название есть: организация строительства в особых природно-климатических условиях. А давайте посмотрим. Вот видите, что количество найденных записей нам пишет 0. Почему книга есть в электронном каталоге, но записи не найдены? Скорее всего, эта книга была уже списана в свое время. И запись осталась, а самой книги на месте нет. Что мы будем делать в таком случае? А вот как раз в таком случае мы заходим в нижнем меню в окошечко «Не найдены в электронном каталоге». Вот давайте мы туда зайдем. И что мы видим? Мы вот как раз видим формат такой, где мы можем сделать заказ. Во-первых, место получения остается тем же самым. Тип выдачи. Раз мы заказывали книгу, то я думаю, скорее всего, мы и будем выбирать «Выдать по МБА». Вид документа. Ну, вид документа здесь у нас все-таки книга, не периодика, да? И вот у нас теперь открылись еще какие-то поля. Вот давайте их рассмотрим. Ближайшая дата получения заказа. Ну, я уже об этом говорила, поэтому останавливаться не буду. Следующее поле – шифр и авторский знак. Ну, навряд ли мы можем правильно здесь определить шифр и авторский знак. Поэтому это поле у нас не обязательно для заполнения. А вот автор и заглавие издания, вот это как раз у нас обязательное. Я тоже не буду забивать, я скопирую, так как у меня есть такая возможность, да? И вставлю автор, заглавие издания. Следующее поле – место издания, издательство, год. Тоже я скопирую. Это у нас Москва, 86 год. Могу даже и вставить, сколько у нас там страниц. Когда известно количество страниц, мы уже понимаем примерно, какие будут почтовые расходы. Для чего это, я вам объясню попозже. Далее, если это многотомное издание, то, конечно же, надо ввести номер тома или номер выпуска. Вид предоставляемой информации. Либо оригинал, либо ксерокопия. Мы выберем оригинал. Номер заказа. Номер заказа мы ставим следующий, который у нас должен быть
по журналу учетов заказов МБА. У меня в данном случае это номер 2. Получатель. Опять же Иванов. Ну и вот здесь у нас поле примечания. Вот здесь это поле примечания очень примечательно. Почему? Раз мы не нашли книгу в нашем электронном каталоге, да, конечно, может быть и так, что книга просто не была внесена, не прошла ретроконверсию, и она не была внесена в электронный каталог. Но, скорее всего, вот эта книга, как я уже вам сказала, она списана из нашего фонда. Поэтому, если вы ее заказываете, то вы, наверное, будете предполагать, что если нет книги в фонде НБРК, то ее можно перенаправить в другую библиотеку. Вот поэтому вот сюда, я думаю, что вам можно написать «перенаправить». Это при условии, если читатель будет оплачивать почтовые расходы. Либо не перенаправлять, если читатель не захочет ждать и почтовые расходы для него обременительны. Я думаю, что вот сюда обязательно надо вносить сразу одно из этих слов. Для чего? Для того, чтобы мы у вас 5 раз не переспрашивали, а будет ли читатель ждать, а будем ли перенаправлять в другую библиотеку, да? Но и здесь даже не надо, если нет в вашем фонде вот эти все слова писать, а просто необходимо перенаправить. И мы поймем, что книгу надо перенаправить в другую библиотеку, если ее нет в нашем фонде. Либо вы пишете «не перенаправлять». Понятно, да? Ну и, как всегда, мы нажимаем кнопочку «Заказать». И вот этот заказ, он придет уже как раз не в отдел, потому что такой книги нет в фонде НБРК, да? Мы его не нашли, электронный каталог не нашел эту книгу. А этот заказ уже придет на электронную почту в службу МБА ЭДД, то есть непосредственно уже нам. И мы уже в нашей службе будем работать с вашим заказом. Мы еще раз проверим по электронному каталогу, мы проверим по генеральному каталогу, и если эта книга есть, мы, конечно же, ее возьмем из фонда нашей библиотеки. А если ее нет, то мы уже будем действовать по тому, что вы написали в приложении. Либо ее перенаправить, мы будем искать, в какую библиотеку отправить, либо не перенаправлять, тогда мы об этом вам сообщим, что книги в фонде нашей библиотеки нет. И так как вы попросили не перенаправлять, то заказ у нас переходит в стадию отказа. Таким вот образом, я думаю, здесь теперь вам понятно, да, как мы здесь работаем. Для того, чтобы далее сделать заказ, опять же мы закрываем окошечко, которое вам выскочило и сказала спасибо за заказ. Ну и, конечно же, очищаем все данные из поиска, для того, чтобы начать другой поиск. Ну и сейчас я бы вам еще хотела такой нюанс показать. Какой еще может быть ситуация при заказе МБА ЭДД. Вот буквально на днях к нам пришел заказ, поступил заказ подобрать тематическую выставку по теме Афганистан. Но если раньше мы могли прийти в отдел, когда мы еще жили на Советской, 13, мы могли прийти в отдел и буквально с полки подобрать литературу по теме. Были такие у нас хорошие времена. Теперь у нас немножко другие времена. У нас книги, хоть они и лежат на полке, но они лежат в связанном состоянии. Поэтому просто прийти и просто посмотреть, особенно отраслевую литературу, это проблематично.
Для этого мы в любом случае начинаем искать книги через наш электронный каталог. Ну вот давайте попробуем посмотреть, что же у нас получилось, когда мы искали книги вот по теме «Афганистан. День интернационалистов». Ну, для этого мы перейдем в профессиональный поиск, выберем поле «Ключевые слова», наберем слово «Афганистан». Или, ну, День интернационалиста, например, да? Вот как-то так. Ну и давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Вот мы видим, что у нас получилось количество найденных записей 113. Ну, мы их можем, конечно, просмотреть все, да, и выбрать то, что нам представляет интерес для наших читателей, для той выставки, которую мы будем им готовить. Но вы видите, да, что здесь и есть документы, которые мы можем заказать, но здесь еще и есть такие документы, которые мы не можем заказать. Ну вот, например, такая книга, как Давыдов «Афганистан. Войны могло не быть». Да, мы, конечно, ее, ну вот, не можем заказать, но вот очень бы хотелось. Как нам это сделать? И почему мы не можем этого сделать? Для этого мы должны внимательно посмотреть записи, которые здесь у нас представлены. Вот эта книга у нас под цифрой 3. Мы видим, что книга находится в отделе основного хранения на улице Ленина. То есть вот эта книга находится в связанном состоянии, и именно поэтому мы не можем ее заказать. Но почему я все-таки вышла вот в это окошечко, что я вам хотела здесь, именно здесь показать и сказать. Наша программа заказа МБА-ЭДТ постоянно дорабатывается. И в скором времени наши программисты сделают еще одну страницу или, как мы говорим, кнопочку, которая позволит бронировать документы, которые сейчас находятся в завязанном состоянии, либо книга находится на руках. Бывает так, что, вот, например, давайте посмотрим. Сейчас дальше посмотрим. Да, вот как раз мы сюда и посмотрим заказ вот под номером 12. Крахмалов «Записки военного атташе». Вот, вы видите, что эта книга находится в отделе основного хранения фондов на улице Катаева, то есть она в доступе для читателей, но количество свободных экземпляров 0, то есть данная книга находится на руках. То есть в течение месяца она будет на руках, через месяц она вернется в нашу библиотеку, а вы хотели бы ее заказать сейчас, но вы этого сделать сейчас в данный момент не можете. Поэтому, когда вы попадаете в такую ситуацию, опять же, вы можете заказать не найденный в электронном каталоге. А в скором времени, как я вот уже вам начала говорить, будет у нас дополнительная кнопочка под названием «Бронирование». То есть вы сможете сделать заказ этой книги, несмотря на то, что она на руках, и наша система APAC Global поставит ваш заказ в очередь. То есть вот таким вот образом вы можете заранее сделать заказ, и как только книга вернется в фонды нашей библиотеки, она сразу будет подготавливаться именно в порядке очереди той библиотеки, которая стоит первая. Вот таким вот образом. Это вы тоже уже должны понимать. Как только такая возможность у нас появится, конечно же, мы вам об этом сообщим. Ну и для того, чтобы сделать следующий заказ, надо вернуться опять же в поиск. Вот таким образом
необходимо делать заказы по МБА и ЭДТ. Ну, вот знаете, еще напоследок я вот хотела сказать все-таки всем вам и поблагодарить сотрудника Усть-Куломской ЦБС, сотрудника Центральной библиотеки Усть-Куломской, Есеву Татьяну Николаевну. Это специалист, который один из всей республики обучил специалистов, отвечающих за МБА и ДД в своем районе, то есть библиотекарей своих филиалов. По крайней мере, от других я этого не слышала. А Татьяна Николаевна провела 2 семинарских занятия, на которых были обучены библиотекари филиалов как раз как правильно через личный кабинет делать заказы по МБА и ДД на местах. Это очень радует. Ну и, как правило, отсюда и последствия наши. Последствия вот такой учебы – это наибольшее количество заказов по МБА и ДД от Усть-Куломского района. Ну, на этом я заканчиваю. Всем большое спасибо за участие.